Як відомо, Велика війна, як сучасники називали Першу Всесвітню, почалася в опошні дні липня 1914 року. Румунія довго полову війни заховувала нейтралітет і все не ведала, на чий бок стати. Там існувала германська по походженню династія королівська, так що було питання. Ну і ось врешті в жнивні 1916 року румунський уряд прийняв рішення вступити в Велику війну на боку Антанти, сподівалися отвоевать свои историчные земли и почали наступ в Трансильвании. Однако хутко высветлилось, что румынская армия слабо подрихтованная для тогочасной войны, несучасная артиллерия, слабая тактичная, стратегічная підрихтовка. І не глядячи на те, що на перших етапах наступальної операції румунська армія мала поспіх, просовувалася наперед. Трансильванії, змагаючися перш за все супроти своїх спрадвічних неприятелів, сусідів мадярів. В хуткім часі германці прислали туди своє підмацування на чолі хіба що сама таленовита маршала германської армії Першої Всесвітньої війни фон Маккензена і перейшли в могутний контрнаступ. І уже до снеження 1916 року войски центральних держав, еще и Болгария ударила в Добруджи на півдні Румынии, по румынах. И уже заняли большую часть по территории Украины. Бухарест заняли, Урат и король переехали в Ясы, Ящ по-румынску. Это столица региона Молдова. Но и повстало питання, що треба рятувати Румунію, то Россия приняла решение послать туда свои войска, и прибыли армии на румынский фронт. В складе этих войсковых участков были тысячи и тысячи белорусов. Удалось затримать этот фронт навіть у жнивні 1917 года, на початку жнивня. Румыны знову ударили на реке Серет. Это знаменитая и славутая битва в истории Румынии, битва при городе Марешешт. Так само вельми вдало на початку розвивався наступ. Але фон Маккензен розпочав контрнаступ, і тут уже румынам довелося вести оборончі бої на Сереті. Прикметно, що російські частки військові, які вже вельми ґрунтовно були деморалізовані большевицькою пропагандою, вони амаль не удельничали в боях, утекали, відступали, но і було ясно, що це не їхня війна. Тоді, бачачи всю цю ситуацію на всіх фронтах практично, часовий уряд в Петрограді прийняв рішення дозволити і посприяти створенню військових національних часток, які існували з 1915 року, але тільки для латишів, латвійські стрілники, латишські стрілки, вони якраз на території своєї країни воювали у Латвії, вельми вдало, спинили наступ на Ригу в 1915 році. Ну і от вирішили в Петрограді, що буде такий ефективний прийом. І прийшов загад
об утворении белорусских військових часток национальных на румынском фронте. Доручено это было генералу белорусского походження, уродженцу Могилевской губернии Йозефу Пожарскому, генералу. Он вызначился в боях в Галиции, за город Рава-Русская, заслуженный был человек. 1 вересня его призначили кіраўніком белорусской войсковой комиссии Румынского фронту. И звернулись до людей, кто белорусы, ствараем свои национальные частки. И отбылся нечаканный, великий, яркий национальный уздым. На протягу ліченых дзён 100 тысяч белорусов вступили в шереги белорусской армии. Стварались частки на базе 6-й армии российского войска. И вот почался этот рух повсюль, не только на Румынском фронте, и на Кавказе, и на Заходнем фронте, и на Паўночна-Заходнем, на всех флотах. В эти дни утворались белорусские войсковые организации. Офицеры-патриоты узначаливали их. Отбывались митинги. Все вспоминали про то, что они белорусы. Повсюль повставали десятки, сотни тысяч наших людей. Вспоминали, кто они, где их айчина, со зброєю в руках. Открывалась вельми серьезная историчная перспектива. Але час був такий хисткий, неясно. Ситуація на Румунському фронті заспокоїлася. Практично в наступні місяці воєнних дій там активних, масштабних не відбувалося. Вот так фронт стоял, и стояла наша белорусская армия. А там, далеко, отбывались такие серьезные подеи, лесовизначальные, где треба было быть нашими. Там, где штыками выштурховывали всебелорусский съезд с театра в Менску, там вокруг повинны были стоять 100 тысяч збройных белорусов. И пьяные большевики не здолели ничего зробить. Але наша армия была далека. Вельми мало доследована эта тема. Нема нават фотоздымкаў з этих подеев на Румынском фронте. Мы мало ведаем про их. Я так меркую, что не было организаторов, суммы, скажем, критичной массы организаторов в этой белорусской армии на Румынском фронте, які здолели дать энергию, дать рух этому национальному вздыму. Треба было брать зброю, артиллерию, все это было в руках, все это было побач. И про Украину идти на Беларусь. Это не было зроблено. Стояли до конца 1917 года. Правда, 12 листопада Белорусский войсковый комитет проголосовал, обвестил об непризнании большевистской влады, захопу большевиками влады на просторах былой империи. В студені 1918 года был утворений там же, на Румынском фронте, шматнациональный, он назывался Национально-территориальный войсковый комитет. Там были и латыши, эстонцы, кавказцы, поляки представленные, белорусы. И все вот они, что называется, заседали и раились, когда треба было дейничать. А тут уже лютый 1918 года, згаданий провал Червоной армии, когда инкливо наступали немцы и могли на Петроград взять. Сокавик — это уже Берестейский мир,
а наши войска все стоять на румынском фронте. В красавику 1918 года Румыния заключила с немцами, это як реперкуссия перестейская миру, заключила свое замирение с немцами и австро-угорцами, болгарами. Ну и все, это уже хаврусники не спотребились. Румынская армия поставила такую умову, что выйти со зброей с этой полосы прифронтовой могут только украинские войсковые части, потому что в Бересте была признана немцами и австрияками Украинская Народная Республика. Значит, легально и они могли выйти. Всем остальным предъявили ультиматум: разброивайтесь или сдавайтесь на милость. Но там докладно неведомо. Для румынов все эти части были российскими. Это еще треба будет разбираться в историках, в документах, как это было, детали, нюансы всей ситуации. Румыны насунулись на место расположения умовно, скажем, российских часток со своим ультиматумом. Немцы на своих позициях расселись як на лавах Колизея, назираючи за гладиаторскими бойками своих вчорашних противников. Но румыны выслали офицера под белым стягом, российцы открыли огонь, забили. Тогда румыны открыли огонь, были ахвяры. Ну и тут уже стало зразумело всем, что супротив бессенсовный, начали складывать зброю. И вот, на жаль, это историчный, это яркий уздым национальный закончился как бы ничем. Разброенные наши люди вертались через Украину, охопленную войной. Они были никто. Яны были разбитки, кораблекрушения в этом море историчных подей. Мое поколение еще памятает этих бадьорых дядов, ветеранов Першої Сусветної війни. Розмовляли з ними в 60-ті, 70-ті, навіть на початку 80-х годів. Треба було більше розмовляти, записувати, фіксувати все це. Шкода. Яны рассказали шмат чего. Вот наш фронтовец Баранович Евген Догилович, его дед был на румынском фронте и рассказал, что ничто молодому тогда нашему коллегу фронтовскому. Рассказал, как российцы все подзыкивали ему, подказывали. Давай, вот, сходи в разведку, давай там снайпером заробишь себе Георгиевский крыжик. Але Довгилович мел уже кулю немецкую в легких и уже не имкнулся на подвиг. И так вот разбитки вернулись на Беларусь. А так потребны были в Белорусской Народной Республике наши историчные будущие для того, как вызначить на нашу корысть эту ситуацию. Коли пораўноўваць, то сапраўды вельмі шмат залежыць ад выпадку, ад шанса, ад цуда, в якое трэба верыць. Ну вот стала незалежная Латвия, обвестила незалежность наприканцы 1918 года. И в 19 году Орда, немецкая Московская Орда под командой авантурника Бермонта захопила полову Латвии, полову Риги, фронт стоял на Даугаве. Ну и все, сдавалась полная катастрофа.
але латышы долго не чекали, не сидели. Уже праз день, праз сутки яны атаковали бермудовцев и выбили со своей столицы. И, конечно, треба вспомнить так само о на базе чехословацкого корпуса. 30 тысяч человек, которые на эшелонах ехали с европейской России през Сибирь на далекий всход в мае-червне 1918 года для того, как вернуться на свою родину уже през океан. И раптом Троцкий отдал загад разброить их и уже разброенных накировать, подпорядковать их Червоной армии, накировать на Заходний фронт. Чехословаки не погодились, не наполохались шматликих ворогов и на протягу личных дён захопили все головные города на Транссибирской магистрали. Почали громить большевиков. За сутки захопили 28 из 29 туннелей на Транссибирской магистрали. Пробились на далекий всход. И потом уже кораблями през океан, през всю Америку, снова през океан и през Европу вертались в незалежную уже Чехословакию. Не было, на жаль, этой энергии. Але мы упевнены, гэтым разом у нас атрымаецца. Полк Калиновская, наши белорусские патриоты войдут, вернутся в Беларусь и вызволят нашу незалежную прекрасную краину. Слава героям!